Финансовая компания «Аль-Пари» представляет. Александр, здравствуйте. Добрый день. По мнению ряда аналитиков, мир стоит на пороге второй волны экономического кризиса. Вы согласны? Вы видите какие-то общие тенденции с первой волной трехлетней давности? По моему мнению, на данный момент предпосылок для второй волны финансового кризиса в рамках мирового масштаба нет. Есть сложности в отдельных странах. Однако, если мы рассмотрим ситуацию шире, с глобальной точки зрения и на дальнюю перспективу, то могу предположить, что во второй половине 21 века мировая экономика столкнется с нехваткой ресурсов, будь то энергоносители или продовольствие. И как раз таки возможен вариант развития ситуации, что начнется борьба за эти ресурсы. Кстати, войны недавние в Ливии и в Ираке тому подтверждение, поэтому любой стране необходимо учитывать такой вариант сценария. Некоторые аналитики, пока так намекая, опять кивают в сторону Америки, говорят, конгрессмены не поддержали Обаму, не позволили ему увеличить планку госдолга, и теперь рецессия близка, и в принципе и дефолт на горизонте. Да, сегодня американская валюта де-факто является резервной валютой. По-прежнему сегодня государственные облигации США хранятся практически во всех крупнейших, да и не только банках мира. Поэтому сложилась действительно парадоксальная ситуация, когда крушение американской экономики, или в частности доллара, невыгодно никому, будь то сами Соединенные Штаты, будь даже их враги или партнеры. Выход из этой ситуации – это создание региональных валют между странами, которые имеют тесные экономические связи. И тогда проблемы в одной стране, в данном случае в Америке, не будут так сильно сказываться на других странах. Ну вот вы говорили о том, что нужно странам создавать, скажем так, для форс-мажора региональные валюты. Но пока мы будем все это создавать, не потянет ли экономика Америки всех нас за собой? И мы в итоге будем вынуждены спасать ее, где-то закрывая глаза на собственное спасение. Вот эти торги за повышение планки госдолга, они, по сути, происходят каждый год. И в конце концов планка все равно повышается. Поэтому я ожидаю, что ко 2 августа с большей вероятностью мы увидим, что Конгресс все-таки даст свое добро, и все в мире вздохнут с облегчением. А разделяете вы точку зрения бывшего главы украинского внешнеполитического ведомства и одного из самых известных в Украине бизнесменов Петра Порошенко? Вот я цитирую. «Я могу утверждать, что кризис в Беларуси после девальвации будет очень краткосрочным, а Минск достаточно быстро выйдет из экономического кризиса. После девальвации конкурентоспособность белорусского экспорта резко возрастет. Возможно, возможности импорта упадут, и платежный баланс Беларуси быстро восстановится». Вы разделяете эту точку зрения? Я согласен с тем, что девальвация действительно она помогает экспортной политики нашего государства, экспортерам от этого становится только легче. И вообще считаю, что девальвация – это не такая уж и страшная вещь, ведь любой кризис, он некий санитар, который вскрывает финансовые пузыри, и затем экономика перестраивается и в обновленном виде, что называется, развивается дальше. А толкает ли, например, сегодняшняя ситуация, например, тех же экспортеров, искать более какие-то удобные пути поставки товаров, как-то оптимизировать логистику, тем самым немножко выигрывая на цене? Я думаю, что искать новые рынки сбыта – это в любом случае постоянная задача экспортеров. И отрадно, кстати, отметить, что Минск налаживает связи со странами как Южной Азии, Китая, так и со странами Латинской Америки, в первую очередь Бразилии. Вот недавно открылось посольство Бразилии в нашей стране. Ведь если мы вернемся к финансовому кризису, то мы видим, что рост ВВП в том же Китае продолжался даже во время финансового кризиса. Поэтому искать рынки сбыта в этих странах, Латинская Америка, Южная Америка, Бразилия, Китай, это очень интересный, высокопотенциальный рынок. Ну вот и в Беларуси ситуация тоже непростая, но тем не менее мы наблюдаем и высокий рост экономики, и экспорт растет. Почему страна переживает непростые времена? В чем парадокс? Ну, здесь, естественно, масса причин. Уже все, наверное, обсуждали, мусолили тему о том, что население начало активно скупать автомобили. Опять-таки создался ажиотажный спрос на валюту, опять-таки растут цены на энергоносители. Кстати, я хочу отметить, что если мы обратим внимание на график стоимости нефти, то мы увидим, что
с начала 21 века все энергоносители в цене только растут. И этому есть объективная причина, так как потребление энергоресурсов растет, но запасов больше не становится, добывать их становится все сложнее и дороже. Поэтому это объективная динамика, что рост энергоносителей будет постоянным. И любой стране необходимо учитывать эту динамику, не жить по старым каким-то ценам, которые уже абстрактные, и закладывать в свой бюджет, в свое развитие экономики растущие цены, постоянно растущие цены на энергоносители. Тогда экономика будет гибкой, будет развиваться в современных условиях. А как вы оцениваете шаги правительства? Если сказать о недавнем шаге, а именно об обращении к сотрудничеству к Международному валютному фонду, я могу только приветствовать такие шаги. Мы знаем, что есть программа выхода из кризиса. Знаем, что она состоит из 4 этапов. Это валютный рынок, потребительский рынок, соцзащита и реальный сектор экономики. Программа есть, переговоры ведутся. Насколько они успешны, мы увидим уже после завершения этих переговоров. А насколько критичен госдолг в Беларуси, если смотреть и сравнивать с другими странами мира? Я могу отметить, что важны не абсолютные цифры, а в первую очередь возможность страны обслуживать свой долг. Если мы обратимся к таким странам, как Великобритания и Япония, то долг этих стран превышает ВВП, но тем не менее инвестиционная привлекательность Японии и Великобритании высокая. Мы способны обслуживать свой долг? На сегодняшний день да, но все дальнейшие действия в этом направлении зависят от взаимодействия с Евразес или Международным валютным фондом. Александр, спасибо.